После села Качекацы связи на трассе до Томмота практически нет, и она появляется местами и только в населенных пунктах, которых до Алдана единицы. Ильдус Камалов, владелец придорожного кафе, второй год после того, как отключили здесь мобильную связь, торгует своими популярными чебуреками только за наличный расчет. Конечно же, это сказывается на выручке. Ну, многие уходят, потому что нечем платить, голодные едут дальше, как еще ходит. И это рассчитываться довольно, наверное, тяжело, да? Конечно, люди. Сейчас же люди, особенно вот с России, которые едут, они вообще приучены за карточкам. Конечно, нужна связь. Особенно зимой. Летом-то ладно, сломался человек, еще не замерзнет, а зимой. Те, кто ездит по трассе Лена, испытывают сложности не только в зимнее время. Я по этой дороге езжу уже около 20 лет. Дорога за это время изменилась в лучшую сторону. Дорога стала проще, легче намного. Но вот уже второй год нету связи по трассе нигде. То есть связь есть только в населенных пунктах. Между населенными пунктами расстояние достаточно большое. И бывает, что нет возможности позвонить. Хотелось бы, конечно, чтобы связь была по всей трассе. Особенно вот в такое время года, когда вот переправы закрыты, машин очень мало, и иногда можно целый день кого-то ждать, чтобы хотя бы как-то передать какое-то сообщение. Единственное средство связи, когда едешь из Якутска в Алдан, установлен здесь, в придорожном кафе села Улу. Давайте проверим, работает ли он. Я вот звоню с таксофона бесплатного. Как слышно меня? Ну хорошо, спасибо большое. До свидания. Вот, как видим, таксофон работает. Таксофон бесплатный, но он стационарный, и проблему отсутствия связи на трассе вряд ли решает. Хотя именно благодаря ему однажды удалось спасти жизнь водителю, попавшему в ДТП. И человек очень сильно обгорел. Вот он у меня лежал здесь, в монтажке. И поэтому и он сильно обгорел, там 70% ожога. И пришлось там и таблетки давали туда-сюда, и, ну как Ждали, сказать, да? да, и ждали, ну представляете, это с Алдана. Не с Томмота, а с Алдана. С Алдана они ехали, ну, практически почти 4 часа, больше даже. Человека. Ну, спасли, дал Бог ему жизни. Федеральная автомобильная дорога Лена протяженностью более 1130 километров охвачена сетями сотовой связи чуть более чем на 50%. И самые протяженные участки без сигнала приходятся именно на Южную Якутию. Сотовым операторам нерентабельно вкладываться в малонаселенные участки трассы, а у государства нет средств на эти цели. Как сообщили в региональном министерстве связи, в ближайшие 2 года обеспечение сотовой связью УФА от Лена не планируется. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Якутск, Томмот, Алданский район.